них срок годности до 6 марта 2020 года. Угу. То есть фактически здесь просроченный товар перефасовывается, судя по всему. Да. Угу. Это не продаем. Это не продаем. Не продаете? Не, не. А для чего храните? Ну, просто так стоим. Просто стоят? Да. А вы там? Ну, тебя выбрасывают. Я вам дата? А этого даем, бедного. Куда даете? Бедного работники даем. Бедным работникам? А в каких условиях должны яйца храниться? Ну, при температуре от 0 до плюс 20, 25 суток. Здесь получается уже больше 30 суток хранится при плюсовой температуре. А это эти яйца на прилавке находятся, да, сейчас? Нет. Это вчера привезли. Просроченный товар уже привезли, что ли? Да, оставили. Давайте мы попросим документы. Да. А это получается ночлежка, да? Ну, они сотрудники здесь же и проживают. Работники. Тапочки. Комната. Ну вот, спальная комната получается. Две кровати. Рассадник, может быть, зараза, вас это устраивает? Может быть, этот нелегал изменил убийца? Вас устраивает? Ну, вы знаете, кто здесь уборщица? Стиральная машинка работает. Белье сушится. Когда законные предприниматели платят Вы бешеные должны налоги, жить постоянно по месту прописки, где у вас прописано Манчары 29. Ну, вы же там не живете фактически. если мы будем молчать, это В курсе, да, то, что это правонарушение административное? Ну, одевайтесь туда, вы сами поедете. С вами Одевайтесь, сами поедете. поедете. Третий отдел. С документами в порядке, да? А? С документами в порядке? С документами в порядке, но у него нарушение статьи 18.8. Живет не по прописке. А какие есть примеры штрафования или закрытия уже легально действующий бизнес по таким же нарушениям? Бесконечно Ну, каждый. бесконечно. Если вам статистику привести, то это, в принципе, не проблема. Железный Феликс, пожалуйста, он там отчитывается там о огромном количестве проверок бесконечно. У меня лично была проверка, и не был заполнен журнал на 2 недели. Но в это время у меня шел ремонт в магазине. Меня проверили при наличии всех других документов, требований. Не было только этого. Вызвали в суд, и был вопрос о том, чтобы закрыть мою деятельность на 90 суток. И в контрасте к этому, то, что я лично вижу здесь, ну, это, мягко говоря, удивляет. И возникают вопросы, действительно, а кто здесь это все крышует? Ну, Кто то есть им к вам было более позволяет? строгое отношение, чем здесь? Да, ну, здесь вообще никакого отношения нет. То есть проверка грамотно обтекает это помещение, этот магазин, который красуется, двухэтажный огромный магазин. Контраст не слишком ли большой? То есть других продавцов штрафуют за то, что они ходят без маски, в смысле сняли маску или сняли перчатки, помыть руки. Это считается огромным нарушением. Здесь ни одного соблюдения нету.